Масштабные строительные работы на этом объекте начались сразу же с наступлением весны. За 1,5 месяца с привлечением специальной техники и множества специалистов полностью залит фундамент здания. Теперь же подрядчики приступили к строительству первого этажа будущего спортивного объекта. На первом этапе мы завершили так называемые земляные работы. Они завершены, возвели фундамент и вышли, так сказать, с нуля, перешли к следующему этапу. Это заливка следующего этажа объекта, к ней приступим завтра. Мы не отстаем от графика, даст Бог, идем по графику. Газоблоки у нас готовы, и мы на старте. Как зальем первый этаж, начнется кладка. По утвержденному проекту здесь будет построен суперсовременный спортивный комплекс, где будет базироваться сборная республики по футзалу и там же будет проводить свои матчи. Общая площадь комплекса больше 3000 метров, а общая вместимость около 500 мест, включающих VIP-зону. Также есть футзальная площадка 20 на 40 метров, отвечающая всем мировым стандартам, тренажерный зал и кафетерий. Несмотря на то, что в последние годы открылось у нас очень много, в основном частных залах, все равно при той популярности, которая появилась у футзала, тех аренд все равно не хватает. И каждый раз мы сталкиваемся с проблемой найти зал в нужное время и в определенный, в общем-то, период года. Поэтому появление собственного зала, безусловно, скажется на подготовке всех наших сборных и особенно национальной команды. Строители ежедневно работают в усиленном режиме. Это понятно. Срок сдачи объекта – конец лета. Об этом говорил и президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев на церемонии закладки капсулы под строительство данного объекта в конце марта этого года. Бүгін біз заманбап ел аралық талаптарға жооп берген спорт комплексін құрылышын баштағаны турабыз. Сегодня мы начинаем строительство современного комплекса, отвечающего всем международным стандартам. Развитие спортивной инфраструктуры – требования сегодняшнего дня, и работа над ним – один из главных моих приоритетов на посту президента Кыргызского футбольного союза. Кыргызский футбольный союз должен стать примером для других футбольных организаций. Инфраструктура главного административного офиса союза должна включать в себя множество различных объектов, поэтому строительство этого спорткомплекса имеет огромное значение. В строящемся комплексе спортсмены будут заниматься различными видами спорта. Стоит отметить, что этот проект реализуется при поддержке программы Азиатской футбольной конфедерации AFC Enhanced Program 2023. Общая стоимость проекта больше $1 200 000 США. Из них больше $500 000 выделяет кыргызская сторона. Хотелось бы сказать, что не каждая страна имеет собственную тренировочную базу у себя в федерации. Например, в Казахстане такого нет, у наших соседей, практически у всех наших ближайших соседей нет собственной вот такой вот тренировочной футзальной площадки. Но этот объект лишь один из десятка проектов, реализуемых одновременно в различных частях нашей республики при полной поддержке государства. Сейчас полным ходом идет строительство большого стадиона на 30 000 мест в селе Орок, недалеко от Бишкека. Также идет полная реконструкция стадиона в другой части Чуйской области, в Бишкунгее, и ожидается капитальный ремонт арены имени Долёна Мурзакова.